Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. Мы начинаем новый 2026 год, и в эфире программа «Конституция и мы». Ведущий и автор этой программы Кимкимен Александр Николаевич, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор. Сегодня тема нашей программы обозначена как роль общественных инициатив в развитии местных территорий. В этой связи мы пригласили в нашу студию депутата Улусного совета депутатов муниципального района Горный Улус, директора общества с ограниченной ответственностью Горный жилкомсервис, председателя Федерации стрельбы из лука Горного Улуса, директора спортивного клуба «Садах», председателя общественной организации Лига отцов Горного Улуса Анатолия Васильевича Люфа, а также индивидуального предпринимателя, председателя территориального общественного самоуправления Юридель Высота, призера всероссийского конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив 2025» в номинации «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт среди сельских ТОС». Это Светлана Григорьевна Люфа. Ну, как вы заметили, это на самом деле семья, супружеская пара. Вот, будучи в Горном Улусе, я знакомился с их практиками и считаю, что они достойны того, чтобы их опыт распространялся. И многие, может быть, будут мотивированы их примером. Вот в этой связи начнем с корней. Да? Анатолий Васильевич, пожалуйста, расскажите о себе, откуда вы родом, где учились, какое образование получили. Здравствуйте, Александр Николаевич. Я поздравляю наших телезрителей и радиослушателей с прошедшим, с наступившим Новым годом. Я родился в селе Обях Среднекунского района. Там же и закончил школу. Высшее образование Якутская государственная сельскохозяйственная академия, бакалавриат, агроинженерия закончил. Так, пожалуйста, Светлана Григорьевна. Я родилась и там же живу в Горном Улусе, селе Бедлистях. Школу там закончили? Тоже там же закончила. Какую школу? Там же несколько школ. Вторая школа была, потом в гимназию. Улусную гимназию закончила в 97 году. Анатолий Васильевич, как вы прекрасную Светлану, где вы познакомились, как решили создать семью? И самое главное, вы переселились на родину своей супруги. Нет, это тоже моя родина, это родина моей матери, Горный Улус, село Мытах. Я после школы родители переехали в Горный Улус, и мы там жили, и потом призыв был в армию. Я долг отдал своей стране, 2 года прослужил, потом после армии, между учебой и работал, между этим и работал в то время, грузчиком. И Светлана работала в магазине продавщицей. И тогда познакомились вместе. И уже 20 лет вместе живем. 20 лет, серьезный стаж. И у вас 4 детей, так, да, Светлана Григорьевна? Как вы воспитываете своих детей? Наверное, с использованием наших традиционных ценностей, культуры. Стараемся так учить. Как мама моя учила. Расскажите про ваших детей. У нас детей 4, старший сын, потом 3 дочерей. А так, старшие уже закончили школу. Один студент второго курса, дочь 1 курса МБУ, Московского государственного педагогического университета. Оба? Один строительный. Нет, старший сын строительный. Московский тоже? МГСУ. Понятно. А так, младший 4 класс и 1 класс. Да, здорово.
Ну, давайте перейдем к нашим делам. Вот я знаю, что вы начинали с грузчика. Я тоже начинал с рабочего Покровского хозяйственного магазина, так что у нас карьера примерно схожа, да. Но потом вы занялись и предпринимательской деятельностью, ну и я знаю, что вы являетесь депутатом уже во второй раз, в шестом, седьмом созыве. Поэтому вот как вот вы себя реализовали? Вот Конституция дает нам возможность реализовать себя, да, развивать свои способности и так далее. Вот с этой точки зрения, как вот у вас это происходило? Ну, это еще было где-то лет 15, наверное, назад. Ну, мне мои вот родственники, я очень тоже благодарен. Он является тоже депутатом, Андреев Петр Николаевич в Горном Улусе. Но он тоже известный уже. Сейчас до сих пор тоже депутатом работает. 25 лет, наверное, прошло. Ну, он меня вот подталкивал, говорил, давай вот становись депутатом. Ну, сперва, когда мне было 29 лет, я стал кандидатом в депутаты Бердиксякского наслега. И тогда я проиграл. Не смог набрать голоса. Но, наверное, это мотивировало меня. И через 3 года, наверное, когда мне было 32 года, я уже взял себя в руки и уже пошел в Горный Улус. На районный уровень. На районный Улус, 6-й созыв. Но на первый проигрыш уже мне дало уже какие-то силы, и я подключился уже полностью, вошел туда, полгода сильно работал над этим, и вот уже стал депутатом, 6-й созыв, а 7-й созыв уже как-то легче, уже люди узнают, и поэтому стало легче. Но я вот еще раз повторюсь, благодарю вот своего зятя, Андрея Петра Николаевича, он меня вот, и до сих пор он тоже работает депутатом. Он тоже предприниматель? Да, он тоже предприниматель. В какой сфере? У него, и туристические у него база есть в природном парке Синие. Вот из-за него, наверное, все. Ну вот когда пришла идея вот заниматься собственным делом, вот Светлану, получается, вы вовлекли в это дело? Или как? Или наоборот, она была первой? По-моему, я в интригу пошла. Ну, а потом он уже подключился. Ну, он моя опора, без него никак. Работали тогда, вот Светлана в магазине работала, и вот потом уже, по-моему, захотели свое дело занять, и вот все пошло как-то потом. Вы как начали, что было вот начальным базовым капиталом для вашего бизнеса? Кредит брали? Кредит брали. Сперва всегда так. Потом администрация Бердиксякского наслега, сказали, что есть субсидия. Пригласили, сказали, есть субсидия на центральная баня есть. В 2011 году. И сказали, можете принять наше предложение, сделайте бизнес-план. Аренда не дали. И дали нам шанс. И до сих пор, вот уже 15-й год, наверное, центральная баня в селе Бердиксяк и прачечная тоже работает. Ну и какая вот проходимость, как люди в этом нуждаются, да? Конечно, нуждаются. Есть постоянные, все на лицо знаем. А так, прачечная, сперва прачечную не очень в селе. А так уже постепенно стали уже учатся люди. Стабильно уже прачечная работает. То есть повышается, это показатель того, что повышается уровень жизни, и люди уже прибегают к услугам. Это же социальные такие услуги важные, да? Ну и понятное дело то, что вы пропагандируете здоровый образ жизни. Вот в этой части, что бы вы могли рассказать, откуда вот пришло то, что вы решили себя посвятить этому делу? Я с школьных лет уже люблю заниматься спортом. Какой вид спорта у вас? Я лично любила баскетбол и бег на длинную дистанцию.
Участвовали в соревнованиях? Участвовала. Ага. Мгм. Какие достижения? Это второе место для Эвли. Первые дети Азии проходили же там на сборную, чуть не вошла. Второе место получила, которое первое место получила, она вошла, а я осталась. То есть вы были кандидатом в сборную республики? Да. Ну это хорошее дело. Вот дальше, ну вот как организаторы, вот как вы поняли, что потребности есть у людей для занятий спортом, вы же этому способствуете? Посредством чего вы способствуете? Ну, по желанию родителей, по желанию детей. Ну, все опросы с населением проводим. И они всегда просят, ну, чтобы детям было удобное пространство, чтобы они занимались. И поблизости они хотят, потому что у нас, например, в микрорайоне, ну, разные микрорайоны, и стадион находится чуть далеко. Поодаль. Поэтому решили на спортивную площадку. Ну, в 2018 году через ППМИ там сделали площадку. Потом, ну, износ всегда бывает, да, и подумали, что круглогодичное нужно, чтобы и зимой, и летом они занимались. А так сперва была трава искусственная. Потом решили вот в гранте поучаствовать. И ну, получили грант. В каком объеме? 700 тысяч. И на что вы потратили? На круглогодичная спортивная площадка. В чем это выражается? Универсальное покрытие. И ну, ворота там всякие. То есть можно в футбол играть? И хоккей тоже. Футбол, хоккей, волейбол. То есть зимой вы заливаете каток? Каток заливаем и хоккей проводим. Таким же материалом, по-моему, в селе Кюрелях, да? Тоже сделали площадку. Горного Улуса. Горного Улуса. А в Бедисях вот только в микрорайоне Үрдель такое покрытие. Ну вот я когда встречался с Никитой Викторовичем, главой Улуса Андреевым, да, вот похвалил его за то, что Горный Улус очень инициативен, да, с точки зрения участия в различных грантовых проектах. Вот вы по своему примеру можете тоже проиллюстрировать, сколько вы раз участвовали в грантовых конкурсах и какие были успехи? Ну, в ФПГ участвовала 4 раза. Сперва не получили, потом получили, потом не получили, потом получили. То есть здесь нужна настойчивость. Самое главное внимание чему нужно уделять? Ну, они смотрят, что не что мы хотим, а что хотят население. Обычно бывает, что мы хотим это, а так они хотят, чтобы население это хотело, чтобы они с удовольствием сами ходили. Раскрываемость. А не то, что вы, председатели, хотите. То есть вы все время с народом как бы общаетесь, да, и вы знаете, с чего они хотят, вы вот должным образом это оформляете грамотно, потому что это же большая работа с документацией для того, чтобы их представить. Ну и когда вы побеждаете, это получается народная победа, да? Да, конечно. Все радуются. Все радуются. И вы начинаете это реализовывать. Ну вот, если говорить о здоровом образе жизни, вот на сегодняшний день, вот какие возрастные категории в большей степени активны? Ну, с 10 до 13 лет самые активные. А так с 7 до 9 с родителями они ходят. А так старшие чуть-чуть уже начинаются у них, ну, какая-то стадия или что. Их наоборот просишь, давайте сегодня будет это. А так с 12 до 13 они сами. Говори, не говори, они сами приходят. Ну, у вас как бы есть определенное расписание, или кто пришел, тот и занимается? Кто пришел, тот занимается. А кто-нибудь там этим процессом руководит? Есть ли там общественный инструктор, может быть, общественный тренер? Если грант получили, то есть. Мы приходим там со скольки-то до скольки-то занятия, потом тренер их учит. И там... Разные конкурсы, соревнования проводим с детьми. То есть вы оплачиваете этим людям из грантовых денег, да? Ну вот сейчас вот хорошая новость, то, что вы победили во всероссийском конкурсе. Как это удалось сделать?
Ну, по всем муниципальным образованиям они отправляют заявки, конкурсные программы. Мгм. И мы там эту заявку сделали, и благодаря второе место получили. Сами удивились. Это же по всей России. Ага, А все кто Россия. первый, вы знаете? Ой, забыла. Да, другой области, Ага, да? другой Другого области. Ага, субъекта. с нашего района 2. Одна в номинации лучший председатель, второе место получила. Магарас. Из села Магараш. Она давно работает? Она уже давно работает. Ага. Да. Она уже, там юбилей у них был. В ее активе много добрых дел, Мгм. наверное, да? Да. Мгм. Антон Васильевич, вот вы, будучи депутатом, какие вот ваши инициативы, которые поддержаны на уровне вашего районного совета? Вот вы возглавляете постоянную комиссию, да, по промышленности. Мгм. Расскажите вообще в целом о работе вашего улусного собрания. Мгм. Ну, я думаю, что депутат в целом в наше время, да, он должен быть ближе к народу и к власти. Ну, я так считаю. И он должен быть, депутат должен быть мостом между населением и властью. Он в наше время депутат должен быть активным человеком, гражданином и вести уже вот здоровый образ жизни и знать уже в нынешних реалиях, что сейчас происходит в целом мире и в России тоже. Ага. И работа депутатов у нас ведется. Ага. И я там возглавляю председателем промышленной политики. Ну, вопросы, да, приходят с разных сел нашего горного улуса. Ну, бывает, насчет скважины, там прорабатывали, дорог тоже прорабатывали, муниципальных дорог. Мгм. Ну, в целом работа ведется. Ну, вот я благодарю администрацию тоже, Никиты Викторовича. Ну, они тоже очень хорошо работают, его команда. В целом, претензий 0. Мгм. Депутаты приходим, и все, у них все слаженно. Какие сессии проходят? Сколько раз вы проводите заседания улусного совета депутатов? Да, довольно часто, можно сказать. Где-то в квартале, наверное, 2 раза сессии. 1-2 раза все равно бывает. Мгм. И президиумы там, когда вопросы поступают, и Мгм. комиссии. А как вы работаете с наказами избирателей? Ну, вы знаете, Александр Николаевич, у нас же были в селах депутаты привыкли говорить на «ты». Ага. Население тебя встречает на улице, там: «О, Анатолий, здравствуй, давай, ты про это слышал, ты как ты думаешь, про это говорят?» Ага. А когда пойдешь в баню париться, то там уже надо свежие новости посмотреть. Как политклуб, да? Да, уже политклуб. Там тебе отдохнуть не дадут, и все начинается. И все равно от населения все равно же идет эти наказы, все равно. А как будто этого нету, но уже потом замечаешь, оказывается, я же ему уже ответил этот вопрос. Про улусные там сессии уже, оказывается, я ему рассказал, думаешь. Так никто так не приходит, чтобы в кабинете никого не встречаешь. То есть прием избирателей вы не проводите? Прием избирателей я не провожу, да. То есть у вас каждодневный прием идет? Да, по телефону мне звонят, говорят, это он слышал, нет. Ага. То есть вы, как вы сказали, являетесь мостиком, да? Ага. То есть то, чем живет население, вы всегда в курсе, и это транслируете во властных структурах, будучи депутатом, да? Правильно это оформляете и соответствующим образом ту или иную проблему выдвигаете для того, чтобы каким-либо образом их разрешать. Правильно? Угу. Но у нас действительно задача такая, чтобы люди, граждане чувствовали, да, самое главное,
на мой взгляд, это установление реального диалога между обществом и властью, да, вот. Да. Именно при таком случае работа пойдет, и она будет эффективной. Ну вот мы должны прерваться на рекламную паузу. Я хотел бы сказать, что нам помогают наши режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов. Еще раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей. В эфире программа «Конституция и мы». И сегодня тема нашей передачи – роль общественных инициатив в развитии местных территорий. И мы пригласили в нашу студию людей с активной жизненной позицией. Это депутат Улусного совета депутатов Горного Улуса, директор ООО «Горный жилкомсервис», председатель Федерации стрельбы из лука Горного Улуса, председатель общественной организации Лига отцов Горного Улуса Анатолий Васильевич Люфа, а также индивидуальный предприниматель, председатель территориально-общественного самоуправления Юридель Светлана Григорьевна Люфа. Ну вот, пожалуйста, расскажите, как вот дальше вы планируете развивать, собственно, общественные инициативы для того, чтобы люди были более активны. Вот вы подаете пример, ну, реализуя разного рода проекты, выигрывая те или иные гранты, или, например, будучи президентом Федерации стрельбы из лука, ну, сформируете собственные команды, да, единомышленников и так далее. Вот, Анатолий Васильевич, в чем вот секрет успеха? Ну, Федерацию стрельбы из лука я возглавляю, наверное, где-то уже 3-й год. Ну, вот однажды меня пригласил мой друг Осип Викторович Михайлов. Он тогда был назначен директором Сушор Бельдигстях, и мы с ним беседовали, и он попросил меня вот возглавить вот федерацию. Ну, я не подумал, немножко подумав, сразу согласился с ним, и вот до сих пор вот одержим и работаем. Ездили с ним в Агинский чемпионат России, смотрели там стрельбу из лука. Ну, я думаю, то, что вот стрельба из лука, это у нее есть перспективы есть, а в дальнейшем, я так думаю, в Республике Саха-Якутия, потому что она все-таки возрастных ограничений не имеет, и половых тоже, кстати, не имеет. И вы сами мне вот рассказывали, 49 лет стали. И поэтому массовость все равно будет, я думаю. Ну, а если вот перейти к проблемам, то в Республике Саха, наверное, вот, ну или вот в нашей Федерации Горного Улуса мешает, наверное, холод. Все-таки наша зима слишком длинная, и вот наши лучники выходят где-то в мае месяце уже на улицу, и вот до октября уже стреляют на дистанции вот 90-70 метров. А вот центральные районы, они уже начинают стрелять из лука уже в марте по ноябрь. Уже у них потеплеет, и у них уже дистанция уже у них длинная, и они начинают уже стрелять. Ну вот сейчас вот по проектам, если рассказать, то мы сейчас работаем на выделении участка. С администрацией уже прорабатываем этот вопрос и установки теплой будки, чтобы наши лучники могли выйти в марте месяце и до конца, наверное, октября уже стрелять на длинных дистанциях. Ага. Ну, у вас, я помню, в 2021 году мы проводили игры Манчары в Бельдигстяхе, и, конечно же, укрепилась материально-техническая база. Вот Никита Викторович Андреев, как глава Улуса, действительно очень толково ставил вопросы. Ну и помимо такого прекрасного стадиона, у вас есть стрелковый центр Берген, да, который вот появился благодаря, может быть, спортивным подвигам сестер Тимофеевых. Кристина была участницей Олимпийских игр в Лондоне. Ну и, конечно, вот Владимир Николаевич, Анатолий Николаевич, вот Тимофеевы, они являются тренерами, продолжателями дела великого организатора Василия Антоновича Михайлова, благодаря которому вот сохранилась стрельба из лука как вид спорта не только в Горном Улусе, но и во всей республике, да.
и он воспитал целую плеяду мастеров. И вот, будучи в стрелковом центре, мы видим фотоиллюстрацию, сколько много мастеров спорта было подготовлено и так далее. Да? Ну вот сейчас, если ваш замысел реализуется, действительно показатели еще более вырастут. Вы действительно правильно сказали, что в центральных регионах России природно-климатические условия позволяют заниматься на дистанции уже более длинный срок, чем у нас. Как у нас говорят, 9 месяцев зима, остальное лето. Да? Вот. Светлана Григорьевна, вот в отношении территориального общественного самоуправления, высота, вот с каких пор вы возглавляете, кто у вас в активе и как вот вы организуете, собственно, работу ТОСа? Ну, наш ТОС организовался в 2019 году благодаря администрации Бедриксянского слега. Они там в этом году, в 2019 году уже сразу 4, по-моему, 5 ТОС зарегистрировали. А так я председателем стала с 2001 года, 2021 года. А так, ну, всей командой работаем, благодаря этому на реализацию, когда пишем гранты тоже. Также помогает администрация Бедриксянского наслега, Ксения Михайловна, замглавы. Когда уже проходит грант, она у нас зовет, какие идеи, какие там, и благодаря ей такие вот достижения. А так, и, ну, все не из одного человека ставится, а так наши активы очень активные люди, благодаря им все реализуется. Вот, Антон Васильевич, вы возглавляете Лигу отцов Горного Луса, да? Вот когда образована эта общественная организация и какие задачи вы перед собой ставите, как вы работаете? Ага, ну, да, в Горном Улусе Лига отцов уже основалась уже давно. Я сам возглавляю его с 25-го года, по-моему, начал работать. А так, ну, все равно я вот как активный гражданин все время помогаю вот Бедриксянскому Лиге отцов и по Горному Улусу. В прошлом году мы выиграли проект совместно со школой, с гимназией Бедриксянского наслега и возили детей в природный парк Синий отдыхать и рыбачить. Ну, там были дети, у которых нету отцов, или отцы находятся в зоне специальной военной операции, были дети, и они очень были с нами рады вот находиться вместе с нами. Ну, сразу чувствовалось то, что вот они уже притягают к себе. И еще ездили в Муха в октябре, по-моему. И этих же детей тоже вот возили, и они тоже очень были рады. Родители радуются, когда вот с ними, ну, и соревнования делали. А вот в 24-м было, а в 25-м тоже самое выиграли, вот, российский. И там устроили соревнования по День рыбака. По НВК тоже показывали. Очень было зрелищно впервые. Это в какой период времени? Это начиная с марта, по-моему, да, по октябрь. Ну, там еще много было. Форумы делали. Сдвижков к нам приезжал, вот тоже рассказывал. Очень интересный был тоже собеседник, с ними тоже все разговаривали. Ну, детей звали, и отцы тоже вот приходили. Отцов тоже, кстати, вот к себе приглашали, и они тоже вот делились все мыслями, как дальше проходить, как что делать. А так, как юридическое лицо мы пока не зарегистрировались, а так по Горному Лусу, по-моему, 5 есть, да? Ну, в селах. В селе Бескёль, я знаю, Багарас, по-моему, есть. Ну, по плану сейчас у меня нету, чтобы юрлицом стать. Наверное, будем лучше с ними работать, вот, село Атамай, их приглашать и делать проекты, и с ними же прорабатывать дальнейшие наши планы. Ну вот это очень здорово, то, что вы помогаете семьям участников специальной военной операции.
Действительно, нам нужна общая победа, когда будет сплоченность всех граждан, да, те, кто на местах поддерживает. Ну, с этой точки зрения, конечно, вот реализация важных проектов, когда в том числе участвуют эти дети, пацаны, они, как вы сказали, подтягиваются к вам, да, они нуждаются в этом внимании, в заботе и так далее. Ну, вот с точки зрения того, как вы общественную работу совмещаете, значит, со своим бизнесом, со своим основным профилем деятельности. Вот, Светлана Григорьевна, как вот удается такой баланс создавать? Ну, стараемся в будние дни своим делом заниматься, а в выходные общественным. Вот так вот. Но иногда бывает, что сразу получается. Ага. Ну вот с точки зрения того, что вы говорите о том, что у вас очень такая плотная взаимосвязь с Бердикес-Сяхом на уровне муниципального поселения, да, на уровне муниципального образования, Бердикес-Сяхский наслег. Вот в целом в наследии какие есть активности, помимо вот тех общественных организаций, о чем мы сегодня говорим, чем гордится Бердикес-Сях, может быть, чем гордится Горный Улус в целом, какими проектами, какими достижениями? Ну, у нас в Бердикес-Сяхе 10 ТОСов есть, а так юридически зарегистрированных 6. И все мы стараемся участвовать во всех грантах. В один год сразу три, по-моему, ТОСа получили гранты, например. А так НКО тоже это огромное количество некоммерческих организаций. Тоже есть. Они тоже участвуют в грантах, тоже получают высокие по-моему, достижения. По республике первое место, да? Ну да, вы по объему, наверное, привлеченных средств, наверное, на одном из передовых мест, поскольку разного вида деятельности по разным направлениям, это в целом вот формирует общественную активность. Наша задача, чтобы граждане были активны, да, и тогда они почувствуют вкус какой-то вот общественной деятельности, они видят, насколько это полезно для других, и с этой точки зрения, я думаю, разбудить народ и вовлекать их в общественно полезную деятельность, это очень важно. Ну, давайте перейдем к вашей семье. Вот чем вы вот увлекаете детей и какие вот формы воспитания могли бы рекомендовать вот матерям, отцам, вот как вы думаете? Ну, наш сын, он в детстве занимался боксом. Весь предшкольный период он тоже был как бы этим участником этих Детей Азии, да? На сборы тоже боксом, но не смог тоже попасть. А старшая дочка занималась волейболом, спортом мы всегда ее, и музыкальные тоже вот ходила. Сейчас вот младших тоже стараемся. Сейчас дочка наша вторая дочка ходит в спортивный кружок. Бокс выбрала. Девочки боксируют. Девочка боксирует. И на музыкальный тоже ходит фортепиано, а младшая ходит скалолазание. Мы ее туда отдали. Вот там очень тоже хороший тренер есть. И тоже ходит музыкальный. И что бы хотел посоветовать вот родителям, не давать время детям. Все время учеба, кружки. Чтобы у них не было свободного времени, чтобы они не торчали в телефоне, да, все время. Чтобы не торчали в телефоне, но все равно вот если гаджеты, да, то я как бы у них проблемы не вижу в гаджетах. Но, конечно, в целях безопасности надо делать там ограничения по времени, и всяких мошеннических сайтов тоже надо ограничивать. Это же безопасность. А так это, я думаю, что это шанс, это уже, много со временем, не надо у них просто отнимать телефон. Я так думаю. И все равно вот, наши дети все равно пользуются телефонами, ноутбуками, мы им уже даем уже шанс.
Вот мы так воспитываем детей. Мгм. Ну, то есть используем все возможности, которые предоставляют современные Технологии. средства коммуникации. Но у вас есть какие-то вот свои, может быть, аккаунты в каких-то социальных сетях? Ага, ВКонтакте, в Телеграм-канале. Тосюрдель тоже есть там. То сюрдели есть, и ваши личные есть, где вы рассказываете о своей жизни. Да. Как там набирать Люфа надо, и сразу найдем вас. Ну, потому что фамилия редкая, да. Здорово. Ну, вот девочек как надо воспитывать? Вот вы как мама. Чему их Ну, приучаете? Ну, дать свободу слова, чтобы они выражали свои мысли, Мгм. не ограничивать. Мгм. И, ну, как девочки, они девочки должны заниматься хозяйством. Так. Тоже приучаю. Но отцовство все равно, да. Что они умеют? Вот Ну, на готовить, кухне готовить они все вы умеют. все умеют. Ага. Да. То есть вы уйдете на работу, поздно вернетесь, Они вы сами. знаете, что вас ждет горячая пища. Да? Мгм. Даже А. младший уже приучила. Ага. Ну, у Ну, нас какие свободное любимые время. блюда, которые они могут приготовить для вас? Ну, младших панкейки, они самые любимые. И Ага. картошка фри. Они сами чистят, сами Жарят. жарят и сами жарят. Вкусно. Вкусно, конечно. А А к сына как вы воспитывали? Ага, ну, сын с детства уже со мной ходил на охоту, на работы, вот. Сейчас я им очень горжусь, Ага. что у меня сын. Жалко, что один день. А, С дочерьми тоже очень. Ну, дочки вот тоже, вот все равно отцовство там помогает не только мать, Ага. а когда есть отец, уже дочка Влияние уже, отца. да, Мгм. влияние отца. Уже она себя уже считает уже женщиной. Это мгм. второй половины уже начинает себя считать. Мгм. А сын вот с детства, он сейчас буквально, по-моему, даже нам не говорит, уже переходит чистить снег. Сам Самостоятельно. уже самостоятельно. Я даже сам удивляюсь, Ага. как это успел он сделать. Ага. Сейчас они вот на учебе или на каникулах, они были здесь? Ага, были на каникулах, были. То есть у вас была возможность собраться всей Мгм, семьей. Мгм. Ну вот когда, значит, давайте вот мы будем говорить о том, что у нас подходит наша передача к концу. Какие пожелания очень коротко ко всем матерям, отцам, гражданам? Ну, будьте активными гражданинами, Мгм. помогайте людям. И это всегда активно. обернется сторицей, да? Мгм. Ага. Анатолий Ну, Васильевич. я соглашаюсь с супругой, и критики все равно были очень много. И это, наверное, мотивирует, я так думаю. Мгм. Критики много, и вот все равно вспоминаешь, над чем ты работаешь, над своими детьми, над чужими детьми, и вот это вдохновляет, я думаю. Мгм. То есть нужно прислушиваться к Да, критике, потому критике, что, ага. да, Всё и равно делать есть критика. отсюда выводы. Уважаемые коллеги, у нас передача подходит к концу. Благодарим вас за внимание. Будьте активны и будьте здоровы.